1992 күні. Здравствуйте, дорогие семья, родители, отец Коля, мамаша Мотя и Афоня. Приветствую добрым июльским днем. Учусь, пока неизвестны результаты. Приехали опять на новое место в Москве. Здоровье только на отлично. Пережил много трудностей, но писать вам подробности не разрешается. Вы сами должны догадаться, остался живым, здоров. Пишите по телеграфу или так простым письмом. Сообщите мне, получаете, нет государственные пособия, стипендия. Каковы общие жизни ваши происходятся. На этом кончил свою короткую записку. С приветом, ваш сын Вася. Добрый день, дорогие мои родители. Папаша Коля, мамаша Мотя, Афоня. Шлю свой горячий, любимый привет. Жив, здоров, учусь, но результатом моего учения пока неизвестно. Так что вы меня не надейтесь, чтоб сын Василий лейтенантом будет. За что, как это получилось, я не могу писать. Вообще не разрешается, подробности после напишу. Пока еще не выяснилось, волноваться нечего. Не волнуйтесь, все это пройдет, разберутся. Могут в крайнем случае не присвоить звание среднего командира. Увидимся после войны. Будем жить вместе. Будьте здоровы. Помогите для быстрейшего разгрома немецких оккупантов. Выполняйте в своем фронте в тылу. Дайте нам больше продуктов. Мы ответим по-сталински. Жизнь наша будет радостной, веселой, богатой. Нам помогают все, кто хочет жить свободно. Народа Англии, Америки и другие, которые в оккупированных немцами странах. Будет конца этой войны 1942 год. На этом я кончаю свой короткий записок. Желаю хорошего здоровья для вашей жизни, также работы. Остаюсь, ваш сын Василий. Пожимаю крепко ваши руки. 1992 күні. Добрый день. Здравствуйте, дорогие родители мои. Папаша Коля, мамаша Мотя и братишка Афоня. Шлю горячий, любимый привет. Живы-здоровы. Кончил курсы. Сейчас нахожусь в Московской области, в городе Мытищи. Неизвестно, долго ли пробуду здесь. Работаю командиром взвода. Мне очень хотелось получить письмо от вас, но мне не приходилось получить свое пребывание в курсе в Москве. Сейчас не намерен получить письма от вас. Меня здесь не захватят ваши письма. Мне насчет питания вообще условие улучшилось. Теперь я средний командир. Клянусь я вам, громить без пощады немецких мерзавцев. Буду драться как защитник Родины за Отечество, не жалея своей крови и самой жизни. Желаю всего наилучшего, будьте здоровы, работайте на своем посту, не покладая свои руки. Остался ваш старший сын Василий Петров. 1992 күні. Добрый день или вечер, дорогие мои родители.
шлю свой истинный горячий привет. Пишу я вам письмо, не знаю, до вас доходит или нет. Мне очень даже хочется узнать ваши жизни. То есть интересует меня ваше здоровье и имеете какую помощь, чем вы занимаетесь. Но, с сожалением, ничего не знаю, ни слуха и ни духа про вас. Я хочу прислать свой денежный аттестат, поскольку не знаю про вас, поэтому я считаю нецелесообразным. Жизнь моя только на отлично, не знаю ни болезни и ни унывания. Пишите, как вы живете, чем занимаетесь подробно. Кончаю на этом свое письмо. Желаю вам хорошего здоровья, отличной работы. Целую всех крепко и крепко, жму ваши руки. Ваш сын Вася. Добрый день, горячий пламенный привет. У меня нет ничего нового. Жив, здоров, работаю. Сижу, думаю про вас, старые мои. Мне очень хочется получить от вас письмо про вашу жизнь, учебу. Не знаю причины, почему мои письма не доходят или вы мне не пишете. Пишите чаще, может, получу. Желаю вам всего хорошего, успехов в учебе. Целую тебя и крепко жму ваши руки. Твой старший брат Василий. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый,